В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Правительство России может разработать новый механизм для помощи обманутым дольщикам, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко. Он напомнил, что с 1 июля следующего года застройщики перейдут на новые правила строительства с привлечением денег граждан. Меры, которые мы принимаем, это передача бесплатных земельных участков субъектам и дальше застройщикам для решения проблем дольщиков. Этот механизм, к сожалению, исчерпывает себя с переходом к банковскому сопровождению. У застройщиков просто не будет возможности направлять нецелевые деньги на незавершенное строительство. Поэтому мы сейчас работаем над новым механизмом. Будем искать пути, сказал Мутко. Ранее вице-премьер сообщал о том, что регионам для решения проблем обманутых дольщиков передадут 5 участков общей площадью 7,5 гектаров. В настоящее время застройщики перечисляют в фонд дольщиков 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. С 1 июля следующего года они обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов, когда средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет. И девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. Тем временем объем ипотечных кредитов, предоставленных российскими банками физическим лицам, в январе-сентябре этого года составил более 2 триллионов рублей. Это на 61% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Банка России. Всего за прошедшие 9 месяцев было выдано более 1 миллиона кредитов. Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным займам составила более 9,5%. Совокупный объем задолженности по ипотечным кредитам на начало октября вырос почти на 20% к уровню января-сентября прошлого года и достиг 6,12 триллионов рублей. Жители Якутии могут внести предложения в программу развития Дальнего Востока. Программа рассчитана до 2025 года с перспективой до 2035 года. Среди ключевых направлений документа – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере, жилье, ЖКХ, транспортная доступность, здравоохранение, культура, наука и спорт, а также в развитии экономики. Предложение можно подать на сайте главы Якутии Айсена Николаева. Нельзя, чтобы национальную программу развития Дальнего Востока писала узкая группа, пусть даже профессионалов. Необходимо, чтобы программа обсуждалась с населением, экспертными сообществами, общественными объединениями. Чем больше людей будет сопричастно к ее разработке и к реализации, тем более действенны будут ее результаты, считает Айсен Николаев. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Труднев в ходе совещания в правительстве страны поручил главам субъектов привлечь жителей макрорегиона к разработке национальной программы. Правительству России поручено подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Прошу эту работу организовать так, чтобы она не проводилась в закрытом режиме. В ней должны принять участие все люди, неравнодушные к развитию Дальнего Востока, жители, эксперты, ученые и специалисты, цитирует ТАСС Юрия Труднева. Напомним, поручение подготовить национальную программу дал президент России Владимир Путин по итогам 4-го Восточного экономического форума. Озвучен предварительный расчет ущерба, нанесенного рекам Ирилях, Малая Батуобия и Вилюй, загрязненных в результате прорыва дам, дражных котлованов, месторождение Ириляхская россыпь, компания «Алроса». Вопрос экологической обстановки на водных объектах Вилюйской группы районов обсудили в Верхневилюйске с главой Якутии Айсеном Николаевым. Ущерб по реке Ирилях составляет 11 миллионов 190 тысяч рублей. По реке Малая Батуобия – 4 миллиарда 67 миллионов рублей. Ущерб реке Вилюй рассчитан управлением Росприроднадзора по республике и составил 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Расчет находится на согласовании в Росприроднадзоре в Москве, сказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что консенсус с «Алроса» по этому вопросу будет достигнут.
По выявлению окончательной суммы ущерба Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства и федеральные контролирующие органы в соответствующем порядке обратятся в арбитражный суд. Компания при желании сможет оспорить сумму ущерба также в судебном порядке. В любом случае компенсация будет направлена на создание системы обеспечения жителей улусов Алмазной провинции чистой водой, подчеркнул глава республики. Минкомсвязи России рассмотрит вариант проведения оптоволокна на Чукотку через Якутию. Предложение Якутии вошло в протокол. По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова, если предложение будет поддержано, то оптоволоконные линии связи на Чукотку будут протянуты по территориям северно-восточных улусов республики. Благодаря этому мы сможем подключить к быстрому и доступному интернету 20 тысяч жителей Якутии в 18 населенных пунктах. Линии связи пройдут через Хандугу, Уснеру, Хану, Зырянку, Среднеколымск и до Черского, а оттуда на Чукотку в Билибино. В случае прокладки ВОЛС через нашу республику его протяженность составит почти 2700 километров, сказал Семенов. Как сообщил Семенов, национальный проект на прошлой неделе он обсудил с федеральным министром Константином Носковым. Кроме того, поднял вопрос прокладки волоконной оптической линии связи из города Удачный в поселок Оленек через село Верхняя Мома. Это 300 километров. Договоренность между районом и Ростелекомом уже достигнута, то есть мы еще подключим и Оленек. Это на самом деле прорывные проекты, благодаря которым мы сделаем большой шаг в решении колоссальных проблем. Сможем снять проблему недоступного интернета в Якутии, подчеркнул глава республиканского министерства. Анатолий Семенов также сообщил, что к 2024 году в планах подключить к ВОЛС 84% жителей региона. К 2030 году Якутия ставит амбициозную цель – подключить к оптике 97% якутян. По данным Центробанка России, курс доллара США на сегодня составляет 65 рублей 77 копеек. Со вчерашнего дня курс доллара подешевел на 0,3 копеек. Курс евро на сегодня тоже немного пошел на спад и составляет 74 рубля 79 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.